Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. На прошлой неделе в России завершилась частичная мобилизация, которая была объявлена 21 сентября. По сообщению министра обороны, за это время в ряды вооруженных сил было призвано 300 тысяч человек. Сейчас 218 тысяч человек проходят подготовку и находятся на полигонах. 82 тысячи призванных находятся в районах проведения спецоперации. Военные комиссариаты продолжают принимать только добровольцев и контрактников. По словам министра обороны, в ходе частичной мобилизации призвали и направили в войска более 1300 представителей органов исполнительной власти, свыше 27 тысяч предпринимателей. Кроме того, 13 тысяч человек, не дожидаясь повесток, заявили о своем желании принять участие в спецоперации. Они были направлены в войска в качестве добровольцев. Средний возраст мобилизованных граждан составил 35 лет. Между тем, в Якутии практически завершен сбор сведений для назначения материальной помощи семьям мобилизованных. Средства им должны поступить со дня на день. В порядок предоставления помощи внесут изменения, чтобы средства были доведены до каждого мобилизованного. С 5 октября по указу главы республики семьям мобилизованных положен целый комплекс мер поддержки. В первую очередь единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Основанием для назначения выплаты является подтверждение из воинской части, что гражданин действительно призван на службу в рамках частичной мобилизации. На сегодняшний момент завершена обработка сведений, поступивших из воинских частей. Иногда случаются задержки по выплатам, но тут проблема заключается в том, что на одного мобилизованного подают несколько заявлений от всех членов семьи. Или же родители проживают за пределами республики и не могут написать заявление. Для того, чтобы ни один мобилизованный не остался без помощи, правительство республики готовит соответствующие изменения в порядок ее оказания. Все предложенные меры поддержки будут доведены до родственников мобилизованных в полном объеме. При возникновении вопросов о назначении материальной помощи семьям мобилизованных необходимо обращаться на горячую линию по номеру 122. Всего доброго.